Традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Масиным. Приветствую, Руслан, очень рад вас видеть. Добрый день, Гела, и наших уважаемых и горячо любимых также, да, зрителей. Приветствую и желаю всего самого доброго. Руслан, вопрос такой. Все мы слышали про Невзлин-гейт, но в силу специфики нашего канала боюсь, что далеко не все понимают, что это такое и вообще о чем идет речь. Поэтому в двух словах, что такое Невзлин-гейт, а потом уже перейдем к разбору полетов. Почему не взлюбили Невзлина? Примерно так можно было обозначить, да. Во-первых, то, что произошло, это, в общем-то, не первый акт, может, даже и не второй, а, наверное, третий, четвертый. По хронологии просто наши уважаемые зрители могли не наблюдать и могли не фиксировать все, что происходит в рядах и в недрах российской политической либеральной, я подчеркну, оппозиции. Начиналось все, наверное, еще со времен после Крыма, после того, как Россия оттяпала Крым. Тогда в среде российской политической либеральной оппозиции стал вопрос, а кто будет главный, кто же будет отцом русской демократии? Березовский, хотел сказать. И Березовский тоже здесь поучаствовал, потому что во всей этой драме, как выяснилось, Невзлин взаимодействовал с бывшим адвокатом Березовского, который тоже выступал в качестве решальщика вопроса. Так вот, когда освободился Ходорковский, естественно, многие начали связывать свои какие-то планы по демократизации и либерализации России с Ходорковским. Опять у меня прорывается почему-то Березовский. Здесь, видимо, так или иначе судьбоносно все это связано. Ходорковский, в общем-то, имея достаточное количество денег, прежде всего, некий, скажем так, авторитет, все-таки человек, отсидевший в России, считается человеком авторитетным, я имею в виду по политическим делам. И какую-никакую поддержку на Западе. Или, скажем, Запад, возможно, рассматривал его в качестве точки сборки для оппозиции. Потом, что называется, постепенно российская оппозиция стала перетекать вследствие давления в России в Европу, Соединенные Штаты, и там тоже стала формироваться и выстраиваться своя группа. Одним из таких претендентов на лидерство была команда Навального, фонд борьбы с коррупцией. Когда Навального посадили, инициативу перехватила Мария Певчих. А может, она и была там на самом деле. Я сейчас уже думаю неким теневым распределителем. Помнишь, как Мишель Конфессюк был такой директор-распределитель МВФ? По сути говоря, потому что она гражданка Великобритании, отец у нее какой-то очень серьезный был чин, то ли в СВР, то ли еще где-то. Девушка с серьезными связями, с неплохим образованием, кстати говоря, она училась в том числе и у незабвенного Александра Григорьевича, что у меня сегодня, Гелевича Дугина, книги которого сзади у меня вот здесь даже так расположены. Даже так, на соцфаке МГУ. Потому что некоторые ее интенции, некоторые ее нарративы политические, они прям вот созвучны. Я просто вижу подход. С другой стороны, я сейчас сразу же говорю, я шучу. Когда я сейчас это скажу, я шучу, не то чтобы у меня мания величия. Многие учились у Рафаэля Хакимова, но не все были Гелами Васадзе. Все верно, Гела, да. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и где-нибудь. Но так как мы с Гелой учились в одном вузе, мы, в общем-то, имеем право говорить с высоких, как говорится, политических трибун. Это тоже шутка, но я надеюсь, что вы ее воспримете не в качестве шутки. Мария Певчих, она взяла, судя по всему, там бразды правления и понеслось-поехало. Дальше эта связка Невзлин и Ходорковский, которые выступали в качестве друзей, партнеров, и выступают таковыми и во времена ЮКОСа, когда они были в России. Невзлин отвечал в империи, в коммерческой империи ЮКОСа за public relations, за связь с общественностью. Невзлин тоже человек, имеющий официально миллиард, там, больше долларов. И они стали вкладывать в российскую оппозицию, в медийку,
в лоббировании неких своих представлений о том, какова должна быть Россия. Невзлин отказался, кстати говоря, от российского гражданства, он гражданин Израиля, и прямо заявляет о поддержке Украины, о необходимости ее расчленения и поражения. А в то время как Березовский, Ходорковский занял более такую вот двойственную позицию, ФБК вообще практически отошли от военной темы, от поддержки Украины, они сконцентрировались на чем? Они сконцентрировались на разоблачениях и на том, чем, в общем-то, и высияла звезда ФБК, это на коррупционных расследованиях. Но в период войны заниматься расследованием коррупции, это, я извиняюсь, моветон. Это, условно говоря, в 1941-1942 годах вы выявляете, что в рядах нацистской Германии происходит коррупция, дербанят деньги. Понимаешь ли, если бы они не воровали столько денег, Германия бы произвела больше ракет смертоносных. Ну, да? логично. Ну так ведь получается. И когда ты борешься с коррупцией в России, особенно в военно-политическом ведомстве, ты фактически поддерживаешь режим. Именно так. Потому что вот они делали расследование про замминистра обороны Тимура Иванова, которого посадили за огромные растраты. И говорить о том, что «а мы же говорили», ну это же хорошо, потому что чем больше эта система коррупционируется, тем быстрее она рухнет, и тем меньше ракет, бомб и снарядов попадет на мирные города, попадут на мирные города Украины и, возможно, других стран. Это же как бы причинно-следственная связь здесь очевидна. Здесь университетов казанских заканчивать не нужно совсем. Это первое. Второе. Борьба с коррупцией не может являться политическим дискурсом, не может являться политической программой. Мне трудно представить, чтобы, словно большевики, занимались коррупцией, которая была чудовищная в Российской империи, чудовищная. Да, и выявляли бы там какие-то особняки, значит, гражданство, ну, хотя тогда вопрос был, может, не так актуален, да, каких-то сановников Российской империи. Ну, как бы там ни было, или ты занимаешься политикой и делаешь политическое действие и подталкиваешь революцию, как говорится, падающего подтолкни, или ты просто встроен в эту систему и пытаешься, ну, фактически и вашим, и нашим, и остальным по серьгам-то раздать. Ну и, конечно, заявление Юлии Навальной на конференции в Словении по безопасности, где она обрушилась критикой на деколонизаторов, естественно, для многих из нас поставила вопрос, а в чем политическая оппозиционность этих людей? Я не говорю, что они не оппонируют режиму, оппонируют, многие оппонируют режиму. Но насколько серьезно вы готовы быть политической силой? Насколько серьезно вы готовы заниматься тем, чтобы обрушить путинский режим? Насколько серьезно вы хотите остановить войну? Насколько серьезно вы хотите, чтобы народы, люди обрели свободу? Да, они говорят, мы вот, чтобы люди были свободны. Хорошо, а народы, а сообщество людей разве не имеет это право? Как-то отдельный человек имеет право на свободу, а группа людей что не имеет, а народы что не имеют права? А чеченцы, татары, башкиры, чуваши, саха, чукчи, они не имеют права. Почему? Они более субъектные, чем отдельный человек. Потому что, как бы, мы прекрасно понимаем, до поры до времени они были свободны, у кого-то была своя государственность и длинная политическая история. К примеру, татар 1500 лет прямой государственности, начиная вот с Тюркутского каганата, если уж там с хуннов брать, так вообще за 2000 лет. И говорить о том, что мы не имеем права на свободу, на каких основаниях какая-то Юлия Навальная целым народом может это диктовать, еще их оскорблять. Ну, как бы вот Невзлин, как к нему не относись, все-таки этот человек в этом вопросе более честен. Он говорит прямо, что the empire must die. Да? Должна умереть, должна умереть. А как вы ее хотите умертвить? Он более честен и более правильный. Да. А те говорят, мы хотим ее не умертвить, мы хотим ее усыпить.
а потом, значит, эту спящую красавицу поцеловать, чтобы она вновь предстала во всей своей красе, имперской, естественно. Естественно, имперской, потому что если она отрынет ото сна, скинет даже Путина, но будет такой же, так никуда не уйдет ни ресентиман, ни чувство злости, ни чувство мести, ни чувство обиды. Все это останется на прежних местах. И пока прямо переходит, то есть они пытались, я так понимаю, обходить эти острые углы. Ну, типа вот мы за свободные выборы и против коррупции. Но давайте признаем честно, ни свободные выборы, так называемые, ни борьба с коррупцией не решает вопрос свободы, не решает вопрос народовластия и не решает вопрос с политической формой этого режима. Потому что на короткий момент могут прийти, конечно, и либералы, как это было в феврале 1917-го, да, а потом в октябре могут прийти большевики. А потом Обязательно придут. Да, потом приходит Сталин, и происходит контрреволюция, происходит Термидор. Об этом же Троцкий прекрасно написал. Обязательно придет Термидор. Так же, как и Вандея пришла после Великой Французской революции. Но они этого не видят в упор, они считают, что оно как-то само все рассосется. То вот мы создаем некую замкнутую касту, некую закрытую систему, в которую мы никого не подпускаем. Любая критика ФБК наталкивается на следующее определение с их стороны. Вы агентура, вы агенты Путина, ФСБ, все, кто не согласны с нашим мнением, идут в бан. Это так и происходило. Помните, когда их уличили в том, что они поддерживали мошенников, Железняка, там и еще одного, не помню фамилию, да? Банкиров, которые прямо сами говорили, что да, они увели деньги вкладчиков банка, и для того, чтобы избежать наказания и обрести статус политических гонимых на Западе, ФБК за них попросила. Попросила за какие-то деньги. А когда началась война, как Волков составлял списки и отправлял письмо в всевозможные европейские инстанции о том, чтобы с олигархов Авина и прочих сняли санкции. Сначала они говорили, что это ложь. Потом, когда стало понятно, что скрывать это невозможно, Волков якобы ушел в отставку, но, как мы видим, остался при делах. То есть обвиняют Невзлина, Ходорковского в нечестной игре, но самих-то рыльца в пушку. То есть и эти проклинают там олигархов, да, потому что Певчик, помните, выпустил известный фильм «Предатели», где они проклинают, кстати говоря, как и Путин. 90-е, я-то считаю, 90-е вообще, на самом деле, очень неплохим периодом. Это период свободы. Да, свобода – это всегда сложное явление. Это опыт. Это всегда сложное явление, когда граф Кропоткин приехал в Петербург после революции. Да, граф, там идеолог анархизма. Его на перроне встречали пьяные, обнюханные коксом, в рваных одеждах, со штыками, матросы и анархисты. И он вылез и говорит: это что, есть мои последователи? Но в его представлении анархисты — это вот какие-то люди, все равно, да? Испытал шок. А здесь то же самое. На 90-е, да, у них были свои нюансы, но это была свобода. Свобода всегда, ну, скажем, дороже, чем какие-то бытовые дела. Да, люди устают, да, там происходят какие-то эксцессы, но сейчас, по прошествии 25 лет, заниматься как Путин обругиванием 90-х, прошло 25 лет, на дворе война идет, 2,5 года идет война, елки-палки. Все горит, все трещит, все валится, а вы до сих пор проклинаете 90-е. Ну, чем вы отличаетесь в риторическом смысле от Путина? И тот привязался к этим 90-м, и эти привязались к этим 90-м. Но вчера я определил для себя следующее. Все, что сейчас происходит, был снят специальный фильм, да, командой Певчик против Невзлина, что, дескать, Невзлин заказал, чтобы избили Волкова и жену Миронова. Это один экономист, который также активный сторонник ФБК, живет в Аргентине. Так вот, я для себя определил следующее. Значит, идет борьба за постпутинизм командой пост-Навального, потому что понятно, что это без Навального уже пост.
и постолигархат из 90-х. Вот как бы два поста встретились за обладание постом, за постпутинизм. Но со стороны люди, которые не имеют к этому отношения, все это выглядит очень, ну, так смешно, да. Наверное, это трест, который лопнул, можно вспомнить и трест. Наверное, это какая-то масштабная, в том числе, спецоперация НКВД, КГБ, ФСБ. Не исключаю, потому что человек, на которого ссылается активно госпожа Певчих, Магнус, по-моему, да, его фамилия. Это же человек говорит, что да, он провокатор ФСБ. Потом он слил эти данные Russia Today выпустил это расследование, и, собственно, ФБК ссылается на Russia Today. Ну вот смотрите, все замкнулось в какое-то огненное кольцо. Russia Today, ФСБ, олигархи из 90-х, там Мария Певчих. И все как бы и непонятно. А за что вот это вот все? За что борьба? За свободу? Где здесь наша свобода? За прекращение войны? В каком месте здесь прекращается? Как вы это способствуете тому, чтобы война прекратилась, агрессия прекратилась? Вы сделали лучше жизнь российских политических мигрантов этим самым? Не сделали. Вы себе жизняк устроили? Отлично. Устроили, все устроили. Ну как же вы тем самым поспособствовали благу? Да, правда необходима. Лучше горькая правда, чем сладкая, но ложь, гласит поговор. Но здесь от этой правды, если она правда, конечно, но ведь как бы это все эти данные недостаточно косвенные, я фильм посмотрел и почитал много мнений с двух сторон, да, я вижу, что в конечном итоге это обнулит и тех, и других. Потому что, ну, все, во-первых, улики, они косвенные, а во-вторых, любой суд, в общем-то, будет длиться очень долго, потому что, ну, как бы, как ты сможешь, например, опросить каких-то ФСБшников в Москве, да? Ну, какой не литовский фильм, я извиняюсь, прокуратура, там, не израильская, никто этим заниматься не будет, но они просто не смогут физически этим заняться. Соответственно, это все как бы будет вариться в собственном соку. Поэтому от этого, наверное, выигрывает путинизм. Выигрывает ли от этого реальная оппозиция, народы? Ну, я думаю, в какой-то степени сейчас очень многие люди начнут понимать, что пора уже мыслить политически по-настоящему. Что все эти игрища, которые мы наблюдаем, это игрища в вольере. А мы вот, как бы, представители народов, мы должны действовать совсем по-другому. Да, где-то возможно взаимодействовать, как говорил Ленин, врозь идти вместе бить. Но всегда надо понимать, что и имперские силы, и силы либеральные, они все хотят одного. Они все хотят влезть во власть и сидеть на нашем горбу. Никто не хочет нам свободы. Вот они точно какая есть там. Поэтому, я думаю, здесь вывод следующий для нас прежде всего. Сделать определенные выводы и действовать самостоятельно. Прекрасно понимать, что моральные авторитеты, которые предстают перед нами в светлом образе через интернет, они могут быть совсем не светлыми. Они могут быть совсем не моральными авторитетами. И уже в конечном итоге перестать быть, как дети малые, не часто приходится слышать, а ты послушал, что сказал этот либеральный там деятель, этот либеральный деятель. Вот. То есть это всегда попытка ссылаться и слушать их. Зачем, если мы сами должны формулировать, мы сами должны быть зачинателями политического дискурса, политической моды, а не слушать, что говорят другие. Потому что в конечном итоге, как у татар есть хорошая поговорка, арбасына утрасом чумын жерлысың, да, на чью арбу садишься, того песню и поешь. Надо самим стряпать эту арбу и нести светлое будущее. Ключевой вопрос, за что идет борьба? За что идет борьба, потому что, ну, я могу допустить, что это была провокация, и это была, и, скорее всего, это была провокация спецслужб российских. Об этом не может быть двух мнений. Но то, что на эту провокацию с удовольствием пошло ФБК, это факт.
Ведь... Это факт. Это факт. Другой вопрос, что когда ты садишься играть с картежником в карты, думая, что сейчас я как бы вот через какую-то свою систему хитрую его обыграю, это всегда наивно. Это всегда большой риск. Когда ты считаешь, что ты сможешь обмануть всех, попытаться использовать ФСБ, на самом деле оно использует тебя. Ну, верить какому-то ФСБшному провокатору, просто на котором печати негде ставить. Да? Ну, я понимаю, есть какие-то отношения, как говорил, да, Фрунзик Макартычан, такую неприязнь испытывал. Кушать не могу. Да. Кушать не могу, да. Ну, наверное, у них какая-то неприязнь друг к другу. Да? Но почему это должно стать точкой сборки или разборки политического процесса? Почему это нас должно цеплять? Я понимаю, конечно, сказал в свое время Аристотель, полис – это то, что касается в политическом смысле каждого. Но я пока что не вижу, что я с ними могу создавать полис, политический проект. Потому что, во-первых, это абсолютно кастовая система закрытая, во-вторых, они не слышат, не видят, ну и всячески, так сказать, стараются уколоть тех людей, которые борются за свободу народов, говоря, мамкины деколонизаторы. Но какой полис с ними возможен? Это еще мы по-серьезному даже не боремся ведь с путинизмом. А ты представишь, если по-серьезному начнется. Но эти люди, как говорил Паниковский, продадут, купят, снова продадут, но уже дороже. А поэтому я думаю, что нужно сделать соответствующий вывод из всего этого. С кем мы можем политически двигаться? Мы можем взаимодействовать, мы можем общаться, мы можем обмениваться мнениями, мы можем спорить, дискутировать, но понимать, что можем ли мы строить политическую сущность вместе. Или же вот так вот я бы усилил. Мы должны вот определить для себя. Вот наша цель такая. Мы хотим этого, этого, этого. Представляем этот список. Ребята, вы согласны? Нет, не согласны. Ну, не согласны, тогда давайте мы будем двигаться вместе. Потому что опыт обмана у нас уже есть. Нас уже обманывали. И не раз, и не два. Мы не хотим обманываться в третий, четвертый и энный раз. Прекрасная Россия будущее это что? Это что вообще? Вот вы предлагаете мне, условно говоря, человеку, который занимается политическим мышлением, историческим мышлением, поверить на слово, что проект, просто лозунг прекрасной России будущего, это то, что должно меня зацепить. Должно зацепить миллионы людей. Нет, это не так работает. Это не так работает, потому что многие наши люди прошли суровые политические испытания. Они знают цену свободе. Многовековые опыты борьбы за свою свободу шли политическим вооруженным путем, а не просто выдвижением красивого лозунга. Даже большевики, которых все ругают, и те выдвинули 3 прекрасных лозунга: фабрики рабочим, землю крестьянам, народом самоопределения. Ну, по крайней мере, они что-то в этом направлении делают. По крайней мере, они дали народам, да, ограниченную, но на короткое время свою государственность, политическое тело, создали республики, да, ну, землю каким-то образом дали, да, у помещиков отобрали, понятное дело, ну и выдвинули пролетариат в качестве ведущей и передовой силы. Да, все это криво-косо, но как бы там ни было. А здесь-то что нам предлагают? Вот что нам предлагают? Слово красивое из 3 букв. И, ты помнишь, нет, Гела, был у нас такой Мягков на истфаке, профессор. Помню, конечно. Да? И вот у него любимый же был Александр II, император. И, значит, лекция так начиналась: «Великие реформы Александра II». И он говорит, вот это 3 слова, в которых заключено все. И он как говорил: если вы сволочи, кто-то придет ко мне на экзамен, хоть слово плохое скажет про Александра II, все, вы никогда не сдадите у меня экзамен. И вот все приходили к нему и говорили: великие реформы Александра II Освободителя. Этого было достаточно. Но здесь эти 3 слова магическим образом не работают. Не работает. Кстати, по поводу вот большевиков и как вообще большевики себя вели. Вот мы сейчас же с
Мы Айрбеком Бачагаевым разбираем то, что происходило на Северном Кавказе. И там очень интересный вариант. Пришли большевики, которые вообще Северный Кавказ, Кавказ, горцы, о них ни сном, ни духом. Приходят большевики и говорят: мы вам даем все. Чего хотите? Хотите самоуправление, джаматы? Пожалуйста. Хотите шариат? Да, конечно, но раз вы хотите, значит, это будет. Земли, которые у вас отобрали, да берите сколько хотите. Вот, в принципе, большевики действовали именно так. Но стратегически же это сработало. Понимаете? Конечно, А вот сработало. мы же в прошлый раз говорили о том, что ну вот чисто политически брать и, например, своих возможных потенциальных союзников отпугивать, говорить, что вот вам, народом, мамкины деколонизаторы, значит, да, от осла уши, а не свободу. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что им нужно, чтобы их любили те, кто любят Путина. Вот. Они хотят переубеждать тех, кто любит Путина. Это да, это абсолютно так, и я полностью с тобой согласен. Я считаю, что они хотят пересобрать путинское так называемое большинство, путинский мальтитюд, путинскую множественность. Они считают, что есть же политические и гражданские манипулятивные технологии, которые позволят из ватников сделать, ну, условно говоря, либеральных ватников. Но почему нет, считают они, раз российская пропаганда за несколько лет смогла людей перепрошить, то можем это сделать и мы. И, в общем, в какой-то степени это у них получается, потому что последователи ФБК, их недаром называют сектантами, это люди, которые вот очень сильно, ну, скажем, ограничены в видении, в понимании других позиций. Они не хотят эту позицию видеть и слышать. Те, кто с другой позиции, это враг, это там идиот, не понимающий ничего. Но если ты как бы хочешь строить политический проект, то ты должен, по крайней мере, сесть за стол и слушать этих людей. Они ведь всячески, например, игнорировали всевозможные инициативы, которые исходили не от них. Ну, вот там антивоенный комитет, там по-разному к этому можно относиться, я просто констатирую, да, некую данность. Вот, значит, они призвали оттуда всех выйти, они опять заявляли о том, что ни с кем они объединяться не будут, потому что мы сами с усами. Что это как не тоталитаризм? Что это как не тоталитарная форма ведения? Не просто политической деятельности, а даже общественных отношений. Есть одно мое мнение, остальное неправда. Я начальник, ты дурак. Но тот же принцип же реализовывается. А как вы собираетесь строить настоящую федерацию, как они говорят, да, чтобы все были равны? Каким образом? Если то же самое, что делает Путин, делаете и вы. Путин говорит, что Москва во всем права. И что мы говорим, то вы и должны исполнять. И здесь ровно то же самое. Наше мнение, значит, помню, как это, да? Учение Маркса верно. Всесильно, потому что оно верно. Оно верно, да. А верно оно, потому что оно всесильно. Ну, здесь же примерно то же самое, да, но абсолютный тоталитаризм. Абсолютный. И все эти ваши свободные выборы, да кому они стырялись-то, эти свободные выборы, все прекрасно понимают, что это путинское большинство будет выигрывать на всех выборах. Будет выигрывать на всех выборах, потому что их больше, потому что у вас ресурсов больше. А мы будем проигрывать, потому что нас меньше. Вот и все. Но мы так не хотим. А вот если как бы мы будем отдельным субъектом, реально, тогда и разговор будет другой. А этого они не хотят, естественно. Кстати, по поводу провокации спецслужбы, это ведь не исключает того, что это действительно могло было быть. То есть могло было быть правдой. Это Нет, тоже... конечно, это могло быть правдой. Ни в коем случае, мы в данном случае не говорим, что это неправда или правда. Вопрос в том, как это, кто и как этим пользуется. Кто как это использует, да. Я вот еще раз важную мысль подчеркну. Я, конечно, против такого насилия. Я, конечно, против вот такого рода разборок, да, когда не прямо ты решаешь вопрос, а за спиной. Но, дорогие друзья, когда происходят такие страшные вещи, убийства мирных людей, когда убивают там кавказцев в Европе, да, киллеры там кадыровские и так далее. Ну, это вот повсеместно, но никто об этом не говорит.
Вот, ну, никто об этом не говорит. Убили одного, похитили второго. Ну, почему об этом никто не трезвонит? Ну, подумаешь, какие-то там кавказцы, подумаешь, какие-то мусульмане, подумаешь, какие-то там татарин или еще кто-то, да? Тогда давайте шум поднимать по каждому такому поводу. Это будет благороднее, честнее и правильнее, и гуманнее, в конце концов. Когда, опять-таки, возвращаясь к этой старой истории, когда обменяли политзаключенных российских на убийцу Хангушвили, чеченского командира. Ну, как поступили с вдовой и с семьей Хангушвили? Ну, даже не спросили, даже не извинились. Ну, это же отношение. Нет, ну, вопрос даже не в извинениях, вопрос просто о том, чтобы вспомнили. Да. Ну, вспомнить могли они, что вот сочувствие выразить. В конечном итоге вас обменяли на убийцу мужа, отца, там, брата, родственника и так далее, и тому подобное, друга чего-то. Поэтому я-то понимаю, что, конечно, в каждой избушке свои погремушки, у каждого проблема каждого человека видится ему вселенского масштаба. Но все-таки, если вы хотите строить прекрасную Россию будущего, если вы говорите, что нет, мы должны жить вместе, почему же вы не относитесь к остальным так же, как к себе, как к равным? Вот вопрос вопроса. Говорить о том, что мы там серьезными делами занимаемся, а что, другие не занимаются серьезными делами? Что просто масштабы не те, просто ресурсов нет, просто денег нету. Нету денег держать 400 человек в штате, как у ФБК. Но это не отменяет старания, намерения людей и народов. Да? Это не отменяет то, что многие народы борются за свою независимость с оружием в руках вообще-то. Ни много ни мало. Отстаивают по-настоящему. А здесь, опять-таки, сегодня мы обсуждали интересный момент о белой миграции. О том, что та миграция все-таки она жила ощущением возвращения, что вот надо действовать. Сейчас же несколько политическая миграция, это не только мое мнение, это мнение других, более уважаемых экспертов, нежели ваш покорный слуга, о том, что они, в принципе, не готовы к серьезной борьбе. Задача тогда интегрироваться, да, стать частью западного мира. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что это не политическая форма борьбы. Это форма борьбы, да, публицистическая, может быть. Да, ты можешь как аналитик выступать, но ты не политик. Тогда мы должны сказать, что ребята из ФПК, ну, вы не занимаетесь политической деятельностью. Я бы хотел, чтобы вы занимались политической деятельностью, политической работой. Но пока что это не политика, уж извините меня. Все-таки за что идет борьба? Борьба идет за ресурсы, которые, ну, скажем так, у всех свои выходы, у всех свои входы, у всех свои, скажем так, гранты и так далее, за грантовое обеспечение. Борьба идет за то, что при определенных раскладах кого привезут в самолете в Москву, в Шереметьево-2, или же просто борьба идет за политическое влияние на, кстати, очень, очень немалый уже слой людей, достаточно обеспеченных, которые за границей, и которые тоже из себя представляют определенный политический субъект. Я думаю, что так или иначе борьба идет, конечно, и за ресурсы, и за право быть тем, от чего имени общаться с миром, как, условно говоря, с хорошими русскими. Мы хорошие русские, вот есть Путин и все остальные это плохие русские, вот мы хорошие русские. Ну, недаром там велись разговоры о создании паспорта хорошего русского, ну и так далее. А ресурсы, естественно, потому что, ну, понятно, все хотят кушать, все хотят жить, это неплохо, это нормально, это физиологическая, естественная потребность каждого человека. Все хотят усилить свое политическое консультативно-экспертное влияние, тоже естественный процесс. Вот. Но другое дело, что все это превращается в вещь в себе. То есть уже это не борьба за власть, как вот сегодня мы с Денисом Угрюмовым говорили. Он говорит, понимаете, Руслан, они не борются за власть.
Они не хотят бороться за власть по-настоящему. Они Или готовы не могут. поддерживать. А вот здесь интересно, что первично, яйцо или курица? Не могут или не хотят, да? Если бы молодость знала, если бы старость могла, как говорят в домах престарелых. Здесь интересный вопрос, здесь я думаю, что можно идти как бы в такие долгие рассуждения Энгельса и Каутского, но я считаю, что если бы они поменяли, так сказать, стратегический курс, то смогли бы, по крайней мере, более деятельно поучаствовать именно в политической борьбе. А сейчас мы видим, что это и не партия профессиональных революционеров, о которой говорил и которую осуществлял в жизнь Владимир Ильич Ленин. Это не партия прямого дела типа эсеров. Может, это клуб, да, там, сторонников Навального, да, но Навального сейчас нет. Это учение философское, политическое. Нет, это не политическое, не философское учение, у которого не может быть последователей, да? Тогда что это? Тогда это что? Ну, это нечто подобное, что было в Аум Синрикё, ну, наверное, отчасти. Наверное, отчасти. Хорошо ли это или плохо? Ну, если бы это был клуб людей по интересам, это нормально. Но когда они выступают с позиции, что мы такие духовные камертоны и менторским тоном со всеми разговаривают, это уже совсем другое. Это уже совсем другое. Когда вы клуб любителей там группы Pink Floyd, это пожалуйста, ну кто же вам мешает? Клуб любителей там ретро-фильмов. Ну, тоже собираются, обсуждают, да. Но они же не говорят, что мы главная сила, и по всем вопросам наше мнение только имеет значение. В своем сегменте, наверное, да. Наверное, я не сяду с ними за стол в брейн-ринге по теме истории там Pink Floyd группы, да. Я просто ничего не знаю, кроме названия. Вот. А когда ты уже с претензией на политическое верховенство, тогда это совсем другое. Тогда, я извиняюсь, это просто идеологическая узурпация. Что, наверное, и происходит на наших глазах. И теперь ключевой вопрос, главный вопрос. Какое это отношение все имеет к национально-освободительному движению народов России? Ну, ровным счетом, наверное, никакое. То есть косвенно имеет, но прямого нет. Даже так, скорректируя свой тезис, я сказал в начале, выше, о том, что из этого мы должны извлечь определенный урок. Должны понять, что никто не даст нам избавления. Значит, да, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Мы должны сами планировать, сами осуществлять, сами искать ресурсы для собственного освобождения, для деколонизации. Деколонизация не только территориальная, политическая, но это деколонизация сознания. Это именно очищение от навязанных нарративов, от чувства и комплекса неполноценности, которые нам навязали. Это все-таки стремление к восстановлению потерянного нашей духовной культуры, нашего языка, нашего достоинства, нашей чести в конечном итоге. Мы за все должны сейчас, наверное, и ответить, но за все должны также и спросить. Спросить за тех, кто все эти годы, все эти столетия измывался над нами. В конечном итоге надо выплачивать контрибуцию, не только материальную, но и экзистенциальную. И моральную контрибуцию должны нам представить. О, надо тебе ответить, что Советский Союз и Российская империя сколько всего построила вам. Это старая песня. Сколько бы мы построили без Советского Союза? Я просто приведу одну цитату, которую как-то сказал, автором которой является до сих пор еще спикер парламента Татарстана, которого Гева прекрасно знает, с которым взаимодействовал Фарид Харилович Мухаммедович. Он опять переизбрался, значит, в новом созыве.
Дай бог ему здоровья. Да. Так вот, он сказал, в советское время, чтобы построить какой-то пристрой, извините за тавтологию, к Дому культуры где-нибудь в Альметьевске, он в Альметьевске работал, ему приходилось получать огромное количество разрешений у Москвы. Вот и все. А строишь ты на свои средства, а получается разрешение у Москвы. В советское время 98% добытых ресурсов уходили в Москву. В СССР оставалось 2%. Дорогие друзья, теперь подумайте. Вот мы построили на 2%. Да, там вкладывалась Москва. Но если бы 100% оставалось, что бы мы понастроили? То у нас не было интеллектуальных ресурсов? Были. Татар один из самых просвещенных народов тогда был. У нас не были свои инженеры? Были. В конечном итоге можно приглашать этих инженеров. Советская модернизация – это просто американская модернизация на германские же технологии. Давайте это признаем честно. Всякие ГЭСы, заводы, начиная от Горьковского и так далее, ЗИЛ, все строили американцы и, как известно, получали средства производства, так называемые, механизмы категории А, по-моему, так они назывались, да, передовые станки, у Германии. Вот и вся модернизация. То, причем здесь Советский Союз? Да, какой-то лепту внес, но говорить о том, что мы не можем, не смогли бы. Во-первых, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому говорить о том, что вы не смогли бы, все это чушь. Давайте посмотрим, как страны Балтии, не самые богатые в природном ресурсе, не самые многочисленные, но живут в разы лучше, чем богатые регионы Российской Федерации. Эстония. По многим рейтингам, маленькая Эстония, 1 миллион человек даже может меньше, чем народ, чем в Казани вообще-то живет, да? Меньше, чем в Тбилиси. Но по многим рейтингам она в передовых. В плане ведения бизнеса, налогов, там, комфорта и всего остального. Что? Им нужна была, так сказать, указка Москвы. Наоборот, как только они от Москвы отделились, так и зажили прекрасно. У нас есть тут вопросы. Да, Может, на них поотвечаем. Хотя у меня еще много всего, но, в общем-то, раз уж прямой эфир, уважен, товарищи. Значит, Первиз Алиев спрашивает, сможет ли Татарстан каким-то образом участвовать в организации тюркских государств, хотя бы в вопросах культуры. Интересный вопрос, у меня тоже будет ответ на него, но вопрос задан. Пожалуйста, Руслан. Спасибо, Первиз, да, хороший и своевременный вопрос. На самом деле Татарстан не просто может, он обязан участвовать, и он участвовал, кстати говоря, после известного инцидента в 2015 году, когда на территории Турции был сбит российский истребитель. Да, Россия стремительно стала разрывать отношения с Турцией, и Путин сказал, что одними помидорами они не отделаются. Так вот, Татарстан, который входил в Тюрксой, организацию тюркского культурного сотрудничества, отказался выходить из этой структуры, хотя Москва давила. Татарстан сказал, что нет. Сегодня вы ругаетесь, завтра вы помиритесь, а если мы сейчас под вашим давлением выйдем из этой организации, это будет удар по нашим отношениям. Ну, тогда Татарстан смог, в общем, отстоять, несмотря там на окрики из МИДа, из этой организации не вышли. Теперь культурное сближение идет семимильными шагами. Вы знаете, что в Баку было принято решение о создании уже разработанного единого тюркского алфавита. Это большое дело, я считаю, в процессе объединения наших народов. Я находился в Турции и вот медленно общался со своим одним знакомым, турком. Мы разговаривали относительно вот общего языка. Он говорит о том, что его родители, владеют старотурецким языком, османским до реформы. Соответственно, вот моя бабушка тоже, соответственно, владела и писала на арабице. Они разговаривали фактически на одном языке.
Теперь вот вследствие там и Совка и так далее нас разъединили. Многочисленные наши тюркские народы создали разные алфавиты, сделали реформу языка, отторгли нас от наших духовных корней, от религии. Для чего? Именно для того, чтобы мы не были едины. Сейчас, в общем-то, я думаю, что многие препоны убраны с нашего пути, но еще не все. Надо стремиться, я уверен, что Татарстан будет заметным игроком в этом движении Общетюркского союза. Здесь я единственное, что добавлю здесь, ребят, очень хорошо нужно понимать, что да, конечно, и нужно участвовать, и должен участвовать, и так далее, но как бы ни произошла подмена понятий. Как бы ни произошла подмена понятий, ну а что, Татарстан же участвует в Организации тюркских государств в вопросах культуры. Нужно не забывать одну вещь, что в Татарстане язык запрещают, язык уничтожают. Так что, с одной стороны, да, участие, с другой стороны, нужно хорошо понимать, что вот сейчас я вижу попытки России, это звучит дико, возглавить тюркский мир. Нам об этом у нас передача была, да. Да, и оттеснить Турцию, да, это есть. И будут они делать именно вот через вот это. Смотрите, как здорово, вот Татарстан участвует же. Да, Татарстан и должен участвовать. Но подмены понятий не должно быть. Согласен. Следующий вопрос от Хатико. Мир всем. Айсин, а правда, что Гейдара Джемаля отравили? Дагестанский чиновник Магомед Османов об этом, видимо, писал. Нет, это неправда. Гейдар Джемаль смилостивится над ним Всевышний. Долгие годы болел, он болел 11 лет, у него была раковая опухоль. Он был человеком таких строгих убеждений относительно того, чтобы не демонстрировать и не показывать свою слабость, о чем он говорил нам, и ученикам, и сторонникам, то есть не надо выносить это. Все должны видеть, что мы как бы в строю, мы сильны, мы крепки. Поэтому он 11 лет болел раком, и, в общем, этот рак в конечном итоге стал причиной его смерти на 70-м году жизни. Нет, не травили, я заявляю с полной уверенностью. Потому что я находился последние годы с ним и прямо у смертного адра в Алмате. Денис Камалетдинов, все народы должны понять, что они не люди как для русских, так и, наверное, для европейцев. Ну, я не знаю, насколько с такой формулой можно согласиться. Не, формулировка резкая, достаточно апелляционно претендующая на абсолютизм какой-то. Это, конечно, не так. У нас много хороших друзей, русских, в общем-то, которые стоят на таких нормальных общечеловеческих позициях. И среди европейцев много таких. Другое дело, что как бы циничные политики этим пользуются. Вот в чем вопрос. Самое главное – это вернуть людям достоинство и власть. Когда, опять-таки, вот возвращаясь к тому, что происходит в либеральной тусовке, ведь они говорят, мы говорим за народ. Когда сам народ соглашается с тем, чтобы отдать им эти свои властные полномочия, делегирует им, тогда получается то, что получается, конечно. А кто спрашивает, кто народ? Бутерброд не лезет в рот, думаю, как там народ, так получается. Да. Я думаю, что в Союзе народов мы обязательно как бы обретем дружбу, спокойствие и в каком-то смысле согласие. Пока не пришла Российская империя, ведь говорить о том, что вот Российская империя это сплошь русские, это же неправда, дураки трусы. Не было там малый процент русских в Российской империи. Вот. И простые люди хотели, простые крестьяне, жить простой жизнью. Что думаете, простой крестьянин где-то с Рязани хотел идти походом куда-то на Бухару или Ташкент, что ли? Нет, у него семья, хозяйство. Ну, его гнали просто туда. 25 лет там служили в Российской империи. 25 лет. Если он выживал, он приходил глубинным стариком. Он приходил глубинным стариком, израненным, больным, с покореженной психикой. Это все было.
Несомненно. И еще один вопрос от Дениса. Вопрос к Руслану. Как тюркам России избавиться от ментального халуйства? Советские тюрки смотрят только русские фильмы, музыку. Молодежь татарская, башкирская бегает за русскими, как собачки. Ну, Денис, вы очень резкий, конечно. Руслан. Да, конечно, может, отдельное проявление этого существует. Вопрос в том, чтобы вернуть собственное достоинство. Да, мы с Гелой, как историки, можем говорить о том, что историческое самосознание как раз формирует самосознание достоинства. Когда ты понимаешь и видишь историю своего народа, славную, ратную историю, понятно, что каждый народ считает, что его история очень достойная, это правда так, тогда ты совсем по-другому смотришь на вещи. Когда человек не образован, естественно, он прилипает к компьютеру, в смысле к телевизору, ладно, к компьютеру, да. Вот, естественно, им там манипулируют. Вот и все. Вернуть достоинство – дело нелегкое, но возможно. И, собственно, смотрят русские фильмы, надо смотреть как бы на всех фильмах, чем больше знаем языков, тем лучше. Нужен контент соответствующий создавать. Есть прекрасные киношколы были, они казах фильм неплохой был, узбек фильм неплохой был. Что-то делают, они там создают как бы. Сейчас в рамках Тюркского союза я более чем убежден, в культурном плане большие работы будут. Но опять-таки мы не должны ориентироваться на то, что какие-то государства нам все должны делать. Мы сами должны создавать этот контент. Пожалуйста, вчера опять-таки у меня был разговор, один мой знакомый хороший, он помогает различным культурным проектам в тюркской среде, да, в общетюркской. То есть он не светится, этот человек искренне как бы вот находит таких талантов и помогает им. Он считает, что государство как бы не может сделать тот продукт, который могут сделать свободные люди. Я полностью здесь согласен. Согласен. Поэтому надо поддерживать талантливых людей, талантам надо помогать, и бездарности пробьются сами, сказал Иванишвили. Значит, скажу так, что... Все, по этому поводу я ничего не скажу, я абсолютно согласен с Русланом. Вот Ева Анна смотрит и видит, что 90% так называемой оппозиции куплены Невзлиным, который отчитывается в Кремле. Вот оно как. Статистика дело, как говорится, лукавое. На цифрах мы говорить ничего не можем. В общем-то, Невзлин не скрывает, что да, он финансирует многие проекты, многие медиаресурсы, отдельным спикерам доплачивают. Конечно, отчитывается ли в Кремле, точно знать не могу, что вряд ли, естественно. Вот. А остальное, как бы, это все домыслы. Дать деньги, конечно, надо уметь, но если мы будем, как вы пишете, мы видим, что происходит в чужих карманах, мы, к большому сожалению, увидим, что происходит в наших карманах. Идем дальше. Опять Денис. И хорошо, активность приветствуется всячески. В Киргизии, в Кыргызстане обязали всех чиновников знать кыргызский. Лавров говорил, что это опасное и неправильное решение. В чем опасность? Для Лаврова это опасное и неправильное решение. Для Лаврова это большая опасность. Давайте не забывать, что прекрасный сын кыргызского народа Чингиз Айтматов, мама которого была татаркой, как известно, ввел в оборот прекрасный термин «манкурт». Для Лаврова и Москвы, конечно, выгодно, чтобы были манкурты. Манкурт – это не помнящий своего родства, как известно, не знающий своего языка. Это простой ответ. Чем больше ты манкурт, тем больше ты находишься в орбите влияния Москвы. Гульнар Испаева пишет о том, что, наверное, нужен объединенный фронт народов России, только тогда это будет грозная сила. 1000% так. Абсолютно верно. Вы попали в точку. И на этом поприще мы работали. С Гелой создали Союз народов за освобождение. Эта структура есть. Может, она не так активна, но мы собираемся ее активизировать. Она уже активирована. И когда я находился в России, мы создавали Демконгресс народов России в 2017 году, когда были запрещены языки, 30 народов объединили, большую работу проделали. Вот сейчас, понятно, в России действовать невозможно,
Но вот наша миссия, наверное, наша задача в том, чтобы придавать импульсы, давать смысл, объединять, политически формулировать и создавать нашу политику. Ну, у меня в связи с этим, кстати, вопрос. Блин, я наблюдаю за этим процессом и даже в какой-то мере участвую со времен дважды герцога Варта ван Прага и светлая память ему профессора Ленарта Мяля. Но вот вопрос следующий. Ресурсно никто никогда не обеспечивал это. Даже, ну, просто мы возьмем просто элементарно возможности ФБК. Я не говорю про возможности Евгения Ходорковского, там все понятно. Возможности ФБК, вроде бы там никого из миллиардеров не было. И нет. Да? И возможности вот любого проекта, который связан с национально-освободительным движением. Между тем, ну, принимаются, да, спасибо, конечно, и на этом, решения деколонизации и так далее и тому подобное. В чем проблема? Это серьезная проблема. В чем ее причина? Причина в том, наверное, что эти люди, которые могут содействовать, они или не созрели, или мы до них не дошли, или они очарованы и обуяны, заколдованы совсем другими идеологиями, совсем другими политическими течениями, тем же либеральным, которые концентрируются вокруг ЛБК. К сожалению. Это пример. Там еще куча других, еще куча более мелких организаций, которые очень хорошо, щедро финансируются и так далее. Как проект. Не, ну там, да, там однозначно, они на хороших грантах и все остальное, действительно. Ресурсы у народов с этим очень плачевны. Я согласен, очень плачевны. Разговариваю с людьми, с представителями народов, это у всех общая проблема. Общая проблема, которая сковывает возможности. Никто там из них не собирается там богатеть на этом, руки греть. Это все очень искренние люди, как бессеребренники, которые все, что у них есть, и даже больше отдали на эту борьбу. И часто их воспринимают каких-то сумасшедших, маргиналов. Ну вот опять нужен свой человек, да, вот этот самый Мишель Конфессю, наверное, которому, или какой-то Парвус, к которому надо прийти. Но тут надо ведь понимать, что не у каждого народа есть национальная буржуазия. Или она есть как бы очень в зачаточном состоянии. Находится или в задавленном состоянии. Или в задавленном состоянии. Конечно, например, у татар есть официальный миллиардер долларов. Дети Шаймиев, в том числе двое сыновей. Никто из них не будет жертвой. Есть люди средней руки бизнесмены, есть, которые помогают, есть, которые содействуют. Но нужна программа, то есть где-то и мы сами не дорабатываем, потому что этих людей надо искать, с этими людьми надо встречаться, с этими людьми надо разговаривать, надо выслушать. Может, у них свое видение есть, в конечном итоге, да, отличающееся от них. Это большая менеджерская работа. Опять хвастаюсь своим опытом, ну, как бы это просто так, конкретизирует наш разговор. Встречался недавно с коллегами из одного народа, тоже многочисленного. У них такая же проблема, вот менеджерство. Я предложил следующую модель. Давайте, говорю, мы соберем, и, по-моему, мы даже с тобой обсуждали, представителей вот народов, да, вот лидеров общественных мнений. И проведем ряд семинаров, пригласим каких-то специалистов там, по маркетингу, по пиару, по политической работе и так далее и тому подобное. Проведем там, ну, какой-то там недельный, двухнедельный, да, онлайн даже семинар такой, брейншторминг. И просто это даст какие-то навыки, самые простые. Это простые навыки, которые очень серьезно облегчают деятельность. Потому что часто люди, которые берутся за общественную национальную работу, они часто не знают, с какого конца подойти. Они часто не знают, как пользоваться YouTube, хотя YouTube это сейчас главный инструмент. Да? Эти люди не знают, что можно просто мультиплицировать, сделать этот эффект, да? Мультиэффект, когда ты можешь сделать синергию с какими-то единомышленниками из других народов, да, и выйти вот из некого гетто информационного, ну и так далее и тому подобное. Есть краундфандинг, то есть можно деньги собирать. Ну, короче говоря, это целая наука. И, конечно, никакой один человек, даже самый
смышленый, даже самый шустрый, все это не может объять. Это, ну, нереально. Просто погрузиться или в организационную работу, или в работу по сбору средств, или в идеологическую работу, или в организационную работу. Один человек этого делать не должен. В конечном итоге он сгорит. В конечном итоге он не сможет отделять главное от второстепенного. У всего, вот поэтому я говорю, что по Ленинской партии профессиональных революционеров у всех Нужны парусы. Нужны парусы обязательно, нужны идеологи свои, нужны свои организаторы, нужны свои идейные фанатики, там, которые будут тебя подталкивать, говорить, нет, ты слишком как бы засалился, нет, давай там и так далее, да, слишком ты засиделся. И такие нужны. Но это опять, это вот оргработа, она очень важна, ей нельзя пренебрегать. Нельзя пренебрегать. Я вообще искренне уважаю людей, которые и прекрасные роговики, и интеллектуалы. Часто вот очень сложно, когда интеллектуал роговик. Там или одно, или другое. Это, то есть, но самое страшное, это то, что интеллектуалу очень трудно признаться себе, что он не организатор. Это вот крайне сложный процесс. Вот кажется, что ну как, вот это же... Это же просто, да? На самом деле нужно прожить иногда полжизни, чтобы признать, что вот это не мое. Вот поэтому и должны, вот поэтому и должны быть. Да, ну, у меня был опять-таки один знакомый, он был прекрасным маркетологом. Хорошего уровня, он мне говорил следующее. Вот этим должны заниматься профессионалы. Значит, там, технической работой должны заниматься технари. Он говорит, нет, не то, что прописная истина. Он говорит, поверь, просто человек, который будет заниматься не своим делом, он будет это делать плохо. И оказалось, что он прав. Хотя кирпичный кладку мы тоже можем делать. У Анаконды вопрос на самом деле серьезный. Не кажется ли уважаемому Руслану Айсину, что вопрос Украины на Западе, да и в других странах, даже в СНГ, как-то пошел на второй план? Это из-за выборов, особенно США, ЕС и другие причины? Да, вопрос такой объемный. Действительно такая тенденция, как я вижу, наблюдается. Она, во-первых, исходит из усталости от войны. Понятно, что любой процесс утомляет, даже процесс отдыха. Спросите людей, которые приезжают с отдыха и еще отдыхают, говорят, от отдыха еще надо. А война так вообще изнуряющая, как мы понимаем, страшная трагедия, которая все соки выжимает, и духовный, естественно, материальный и все остальное. Европа, в общем, в какой-то степени подстроилась под это дело, да, то есть ко всему привыкаешь. Смогли как-то вот инкорпорировать и беженцев украинских, и вроде как-то там кто-то возвращается. Ну, вроде вот как-то так шестеренки вошли в свои шестерни. Что касается остального мира, то, конечно, у многих взгляд прикован к американским выборам. Но это тоже связанные процессы, так или иначе. Потому что, как мы видим, в предвыборной повестке американских кандидатов в президенты США, Украина тоже фигурирует. По времени это третий вопрос. И первый по внешней политике. Вот. Поэтому, да, может быть, повестка меняется, но как фундаментальный вопрос он остается. Просто психологически как бы люди уходят, но это не говорит о том, что они снимают эту проблему. Просто психологически стараются уходить. Это правда. Но в целом, я думаю, что она определяющая. И Палестина, и Украина – это как бы вот такие две точки кровоточащие, которые являются такими стигматирующими, да? Стигматирующими. Поэтому без решения этих вопросов ничего не решится. Конечно, мы не можем требовать от всех и вся, чтобы они были мобилизованы конкретно, да, под эти проблемы. Понятно. Но в целом для международного мира, для глобального мира и для согласия, для спокойствия, для нового порядка мирового решения этих двух проблем, они определяющие. Несомненно. Просто
Дорогая Анаконда, невозможно находиться всегда на одном уровне эмоционального напряжения. Да. Даже в Украине это не так, потому что нельзя. Просто сгоришь и умрешь. Поэтому понятно, что в какие-то моменты, даже повестка дня, вы видите, она меняется, но Украина все равно остается важнейшим событием и ключевым событием, что происходит. Поэтому столько внимания мы уделяем Украине. Поэтому нам так важно любые передвижения, любое село, которое взятое, отбитое и так далее и тому подобное. Это важно. Интересный вопрос на самом-то деле. Браменталь спрашивает, а те татары, которые за европейский западный путь развития независимого Татарстана, куда нам податься, эмигрировать? Ну, я не совсем понимаю, почему это должно противопоставляться. Но в конечном итоге мы все стоим на путях того, что мы с Гелой обсуждали, из чего строилась европейская идентичность. Это свобода полисов, это свобода городов, это создание достойного образа жизни. Да, это обязательное как бы следование определенным нормам и правам многочисленным человека, сообщества и так далее. Поэтому здесь вопрос стоит следующий. Что такое западная модель? Потому что западная модель, формы-то разные. Например, у американцев это одна, у французов это другая, у немцев вообще третья, у поляков. Поэтому надо понять, и даже если кто-то вам оппонирует, даже если я, например, оппонирую, то не надо опускать руки, а давайте дискутировать, обсуждать. Как бы в этом и строится, мы же к этому призываем. Давайте обсуждать, не точить друг на друга ножи. Зачем это нужно? Мы и так находимся в эмиграции. И тем более не эмигрировать. Знаете, базовые принципы того же соблюдения прав человека у всех ведь одни и те же. А у тех, Да. у кого они не одни и те же, у тех, у кого они другие, ну, извините, нам с ними не по пути тогда. То есть базовые принципы. Да, надо сохранить базовые принципы справедливости, права человека, обязательно все остальное. А дальше о политической формации, а в остальном это все обсуждается. Это все должно быть предметом нашего консенсусного решения. И дискурса, да, дискуссии. Дискуссию. Обязательно. Если мы не научимся друг с друга слышать и договариваться, я вас уверяю, мы, в общем-то, никогда ничего не построим. А вот теперь нас похвалили. Это высшая оценка. Разжигатели. Да, ну, если бы Данко не разжигал, если бы он не принес свое сердце, вы бы так и все жили в пещерах, как говорится. Благо, что есть разжигатели, которые позволяют остальным погреться и осветить путь. Годерди, по поводу того, что Совок не за свой счет строил и за других ресурсов, уже ответил Руслан, ровно так же, как и дорогая Анаконда. Насчет общетюркского алфавита тоже можно, желающие могут поздравить. Я желающий, я поздравляю. Так. Вопрос. Казань готовится к мероприятию БРИКС. Что можно сказать по этому поводу? Какие ожидания? Честно говоря, мои ожидания, они связаны с тем, что рано или поздно тот фактор международного авторитета, который Татарстан и нарабатывал, и сейчас через такие формы, через неформальное взаимодействие выстраивается, рано или поздно даст свои плоды. Потому что вот эти вот связи формальные и неформальные все равно позволят будущему татарскому народу, Татарстану выйти на международную арену в качестве субъекта, независимого субъекта. А в остальном, конечно, какие могут быть? Такого рода мероприятия зачастую вызывают большое неудовольствие у горожан, потому что ограничения и так далее, да, ремонтируют дороги. Ну, например, есть у нас мост, Миллениум называется, через реку Казанку, построенный к тысячелетию города. Вот когда по нему проезжаешь, там такой вид прекрасный, значит. А сейчас, вот, к
саммита БРИКС построили вот эти вот щиты, якобы шумоизоляционные, да. От чего там шум изолируют, не очень понятно, потому что едешь по реке, да, вдоль реки, в смысле, пересекаешь реку. А для чего? Для безопасности. Же. А? Потом снимут? А кто его знает? Говорят, что нет. Поэтому, как бы, вот такого рода, ну, меня например, там в тысячелетие, когда тоже тысячелетие Казани, когда праздновалось, был саммит СНГ, тоже такие меры безопасности, что моих родственников, например, из дома. Ко мне приехали гости, родственники, стучались там участковые, они открыли там вашу прописку. У них прописка другую, да, их увезли в ментовку. Я тогда в универе работал, мне пришлось с универа ехать и вытаскивать. Ну, то есть вот такие вещи, конечно, вызывают недовольство и возмущение. Вот, замечательный комментарий. Прибалтика живет за счет ЕС. Во-первых, не Прибалтика, а Балтия. А во-вторых, Балтия и есть ЕС. Они тоже ЕС. Что значит за счет ЕС? Они тоже ЕС. Да. Что за бред? Вот. Ренат Султанов считает, что псевдолибералы умирают также вместе с империей, а Ева Анна, активная наша, за что спасибо, говорит, что Татарстан пустышка, одно название, не нужно вводить в заблуждение, все решения принимаются в Кремле. Ева или Анна, неважно. Во-первых, вторая часть, тут три части. Последняя часть, туда все решения принимаются в Кремле. Вторая часть, кто вводил вас в заблуждение? Ну и первая часть – это откровенная неправда, совсем не пустышка. Да, это не просто не пустышка, это проекции, это исторические сущности, которые имеют и свою содержательную часть, и самое главное, свою протяженность в истории и, бесспорно, свой вектор в будущее. Так, ну, про алфавит мы уже говорили, староосманская копия азербайджанского. Вот Майк Сейдж Волк говорит, интересно, что скажет Руслан Асин, что Дугин считал Гейдара Джемаля своим учителем. Да, читал, когда ему было 17 лет, он пришел к Гейдару Джемалю, сказал, что это есть в книге его автобиографии «Сады и пустоши», которую составила наш друг Надежда Киворкова, который сейчас сидит в российской тюрьме. Дугин пришел и сказал, что я вижу у вас лидера, я нацист, я хочу как бы быть вашим учеником. Ну, достаточно быстро как бы он от него отошел, но первые азы там он сказал ему учить языки, то все, читать там, и все, собственно говоря, это никак не привязывает его идеологически. Да? Мало ли кто у кого был учеником. Сейчас Дугин, конечно, это противоположность того Дугина. Просто надо понимать. Потому что Дугин, который был нонконформистом, а сейчас просто является певцом режима, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Денис спрашивает, почему бы не объединить Татарстан и Башкортостан? Ну, началось. Не, объединение, если как бы Татарстан и Башкортостан захотят создать унию. Идель-Урал, замечательно. Татарско-Башкирская республика была, Идель-Урал, то естественно. Пожалуйста, это опять-таки вопрос обсуждения, вопрос волеизъявления людей, граждан, но не так, чтобы с внешне кто-то объединял, да? Нет, это должно быть движение изнутри. Москва, конечно, запрещает и Татарстану иметь свою армию, боится, есть горький опыт, говорит, тюркских ордынцев, если бы только армию запрещала бы. Майк Сейдж Волк пишет, получается, в Асад Асин Ленин из одного альма-матер? Ну, нет, наверное, потому что так. Но через полгода его выгнали, мы-то закончили все-таки. Его выгнали, да, но более того, я вам скажу, что я родился 22 апреля в городе Ульяновске. И в этом смысле, да, 110 лет у нас разница, и в этом смысле с товарищем Лениным нас связывает, наверное, больше, чем просто обучение в одном университете. Но я скажу следующее. Важно изучение революционной и политической борьбы.
которую Конечно. Ленин очень хорошо теоретически развил и практически воплотил. А Гида Жеман родился родом из города Шушан, пишет Анаконда. Жаль, что не дожил до Нет, он родился в Москве, но его род, родом, не Джавахиры, да, родился, а это родом, в да. смысле, видимо, родственник. Родом, да, бесспорно, да, это правящий род был. Джавахиры, по-моему, да, называется, правящий карабахский род, да, ханов. По как бы женской линии они были чингизидами. По женской линии чингизидами. Сергей Лаврик спрашивает: Руслан, объясните, пожалуйста, почему кавказские народы больше принимают участие в национально-освободительной борьбе в составе ВСУ, чем татары и башкиры? Ну, а кто считал-то? Потому что татары и башкиры, у них просто нет отдельных своих соединений, а сколько там участвуют. Да, у них нет своих отдельных соединений, это правда. Ну, здесь есть несколько обстоятельств. Ну, во-первых, кавказцы более, так сказать, воинственные, в этом смысле мобилизованные. Во-вторых, огромное количество кавказцев являются мигрантами еще со времен Первой Чеченской войны и так далее. Да? Во-вторых, у них структуры такие военизированные, и опыт военной борьбы, прежде всего, естественно, превышает опыта аналогичного у татар и башкир. В-третьих, близость к Украине. Вот. В-четвертых, это более мобильные, более компактные нации, в отличие, например, от татарской, я с татарской могу отвечать просто, да, под десятки миллионов людей, и, собственно говоря, не столь компактно, да, раскинут. Много нюансов, про это можно целую передачу рассказывать, но стоит признать, что в этом смысле Кавказ более пассионарен вот в этой части, да. Вопрос от Беннета. Как вы думаете, а мигранты будут помогать в деколонизации, особенно в тех регионах, где им будет близко вероисповедание? В Москве и Санкт-Петербурге их очень много. Но в Москве и Санкт-Петербурге не нужна деколонизация, наверное. Кого деколонизировать? Я думаю, что мигранты из центральноазиатских государств, стран, конечно, будут и должны стать нашими союзниками в общем деле деколонизации, потому что это их касается, их стран тоже. Во-вторых, в конечном итоге мы близки с ними не только по вероисповеданию, не только там в этническом и языковом смысле, а в плане исторической судьбы. Так как Россия стремительно вымирает, народонаселение все меньше и меньше, хочет кто-то или не хочет, но все равно именно трудовые мигранты из центральноазиатских стран будут той основой, которая будет заполнять эти пустующие лакуны, да, в целом лакуны не могут быть пустующие, они есть пустые сами по себе. И здесь они, естественно, будут нашими друзьями и соратниками, потому что лик Севера Евразии поменяется с крушением империи, путинизма однозначно. Антропологический, этнический лик точно. Анаконда в Израиле, в Карабахе установили памятник Чингизу Айтматову. Замечательно, обожаю Чингиза Айтматова. И Абдулин Султан пишет: в Орде не было границ между тюркскими народами. Ведь так? Ну, смотрите, вообще средневековые эти границы очень условное понятие. Кстати говоря, как это назвать, титулатура маркиз, почему она считается выше, чем титулатура граф? Маркиз – это те аристократы, которые жили на линии соприкосновения с оппонентом. Да, от Марка, да, в смысле не Марка Фейгина, а границы. Вот, и поэтому вот маркиз, он котировался выше, потому что он постоянно как бы был на передовой, на фронте. Это как бы средневековая Европа. А в степи так вообще понятия были условные. Да, чтобы войти, например, с пастбищем, потому что кочевая культура была, необходимо было согласовывать или брать разрешение, да, у того там, кто кочевал, у рода или какой-то общности. И, как правило, кочевники и тюрки позволяли, спасали некоторых, да, потому что одна из причин того, почему хунну
двинулись тюрки в сторону Запада, это вот осушение, опустошение земель. Они пошли. Вот это привело к глобальному массивному переселению народа. Я вообще сторонник вот эти вот все границы, которые вот в степи существуют, они как бы их нужно нивелировать. И я надеюсь, что Общетюркский союз станет прологом к этому важному изменению. Зачем нам строить заборы друг для друга вообще? Это в России вот сосед значит, ставит там железную дверь, деревянную дверь, 4 двери, потом общую ставит и так далее. Ну, если ты не доверяешь друг другу, как бы это же не жизнь. У нас никогда такого не было, я имею в виду у наших народов. Это границы, это все условно. Да, во время войны, да, когда неприятель, нужно как бы ставить какие-то загранмеханизмы. А в дружеских сообществах это все ни к чему. Но посмотрите в ЕС, там этот вопрос решился через Шенген, хотя там тоже есть сложности, не без этого, конечно. Но какова пестрая и мозаичная Европа, да, что она пришла к этому. А наши пространства, они фактически гомогенные, этнические, в языковом смысле, в культурном смысле, в ментальном смысле. Исрапил Баркинхоев спрашивает. У меня вопрос, а после освобождения будет создан Союз экономически военный для защиты независимости? Как это планировалось в 20 веке в Польше? Замечательный вопрос. Я думаю, что это обязательно, это должна стать первоочередная задача, потому что поодиночке мы не выживем точно. Нужно создавать конфедерацию, или как я называю, политии свободных народов, политии воль. И полис, как известно, гражданином полиса в Древней Греции считался лишь тот, кто мог стать на его защиту с мечом в руках, да, с оружием. Поэтому это обязательно экономика, конечно, но военный союз должен быть в числе первейших, потому что, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, да, вот, чтобы не позволять того, чтобы в наши дома затаскивали ссор, в наши избы, надо сделать как бы такие предупредительные, предупреждающие союзы, структуры, как военный союз. Так, ну вот и Анаконда спрашивает, пересекались ли пути Руслана Асина с покойным Николаем Сванидзе, что можно сказать о его личности и деятельности. Пусть Бог примет его душу. Так, по-моему, с ним я пересекался один раз в Москве, это была какая-то пресс-конференция, мы ходили тоже с покойным Вильдаром Джемалем, а может 2 раза, сейчас не помню, но точно я воочию его видел. По учебникам его мамы, Сванидзе, мы учились в университете, она была прекрасной медиевист, специалист последнего века. В политическом смысле мы были оппонентами, но в человеческом смысле он был достойный человек. Он стоял на своем, он, в общем-то, не прогибался. И в целом я считаю, что вот когда человек честен в своих воззрениях, он достоин самого высокого места, то есть уважения. Он как бы старался не юлить, не подстраивался, не как бы вот в эту путинскую всю массовку не входил. Вынужден был, да, в последние годы как бы сохранять где-то тишину, старался через какие-то вот исторические проекты, да, доносить. А так согласен, что человек был достойный, и пусть Всевышний над ним смилостивится. К сожалению, я сейчас Руслана должен уже отпустить. Он мне, конечно, не подмигивает, что типа того дела пора и честь дать, но я сам понимаю, что пора и честь дать. И уже давно.